Эту удивительную на самом деле книгу написал татарский филолог, ученый, писатель из Набережных Челнов Рафис Салимжанов. Выпуск 42. Жизнь как анекдот. Какой язык самый красивый? В молодости я любил рассказывать анекдоты. Я их мог сыпать от тюркско-татарского сибу целыми днями. Были бы слушатели. Были там темы, на которые имелись сотни анекдотов. Например, у армянского радио спросили. Много было анекдотов о том, как там русский, англичанин, немец, американец сели на самолет, полетели куда-то и попали в плен к каннибалам. И, естественно, среди этой интернациональной компании самым умным оказался русский. Были и анекдоты, хотя и редко, где участвовали в действии, например, татарин, чуваш, русский. Чуваш и русские оказывались в дураках, если анекдот рассказывали среди татар. Да я и сам рассказывал такие анекдоты. А однажды я слушал анекдот из своего же репертуара, где слушающие были уже чуваши, и рассказывающий был чуваш. Я тогда первый раз в жизни удивился, услышав, как вместо привычного мне татарина чуваш обегорил всех и вышел победителем. Чуваши рассмеялись, довольные. Короче, что я хочу сказать. Аромат двойного стандарта чувствуется даже в анекдотах. Каждый и в анекдотах любит свою победу. И только свою победу над другими. Селяви, такова жизнь. И вот еще один анекдот на научную тему. На одном из симпозиумов встретились 4 лингвиста. Англичанин, немец, итальянец и русский. Речь зашла о языках. Начали спорить, чей язык красивее, лучше, богаче и какому языку принадлежит будущее. Англичанин сказал: наш язык – это язык Шекспира, Диккенса, Байрона. Несомненно, лучший язык в мире. Ничего подобного, заявил немец. Наш язык – язык науки и физики, медицины, техники. Это язык Канта и Гегеля. Нет, наш язык лучше. Вы оба неправы, вступил в спор итальянец. На каком языке звучат лучшие любовные романсы и гениальные оперы Верди? На языке солнечной Италии? Наш язык лучше всех. Русский долго молчал, скромно слушал и, наконец, промолвил. Конечно, я мог бы так же, как каждый из вас, сказать, что русский язык, язык Пушкина, Толстого, Тургенева, Чехова, превосходит все языки мира. Но я не пойду по вашему пути. Скажите, могли бы вы на своих языках составить небольшой рассказ с завязкой, с последовательным развитием сюжета, чтобы при этом все слова рассказа начинались с одной и той же буквы? Это очень озадачило их, и все трое заявили: нет, на наших языках это невозможно. Тогда русский сказал: а вот на нашем языке это вполне возможно. И я сейчас это вам покажу. Назовите любую букву. Немец ответил: все равно, буква «П», например. Прекрасно. Вот вам рассказ на эту букву, ответил русский. Петр Петрович Попугаев, поручик 55-го Пензенского пехотного полка, получил по почте письмо. Прервемся на пару минут, и в скобках я хочу зачитать свое стихотворение, даже не стихотворение, а песню, которая начинается, все слова, которые начинаются с буквы «П». Я тоже этим баловался когда-то. Прапорщик пехотного полка Петухов Прохор Петрович получает письмецо, пишет Полина Попович. Прапора подруга Полечка покорнейше Проху просит, прошу приезжай, покуда папеньке пофиг. Прапорщик подумал Петухов: поеду полно поститься, припас поношенный плащ, потому что пригодится. Прапорщик приехал Петухов: привет, подруга Пушинка, привет, Прохор
прохор Прошенька, промурлыкала Полинка. Погуляли позади пруда, прошлись по пустому полю, постелил прапорщик плащ, подпухло задаю полю. Прапорщик Полину положил, панталоны приспустились, перси пышно поднялись, поля в поле порезвилось. Прошенька, почаще приезжай, Поля Прохора просила, провожала, плакала, пышнотелая Полина, провожала, плакала, пышнотелая Полина. Ладно, пойдем дальше. В чем соль этого анекдота? Собеседники-лингвисты, услышав рассказ, вынуждены были признать, что русский язык самый лучший и самый богатый язык в мире. И, естественно, ему принадлежит будущее. Анекдот хороший, только с хитрецой, с двойным стандартом, как почти все, что мы делаем. Хитрость в чем? Слова на русском языке образуются при помощи приставок. Самое большое число слов на русском языке образованы именно с приставками на букву «П». По, при, пере, пре, при, про, под и так далее. В 17-томном словаре русского языка слова, начинающие на букву «П», составляют 3 тома. Так что немецкий лингвист не зря назвал «П» и еще добавил, что ему все равно. Нет, не все равно. Если все равно, пускай русский составляет свой рассказ на букву «А». Сделав это, он все равно проиграет, так как русских слов на «А» почти нет в природе. Они заимствованы из других языков. Абажур, абат, аббревиатура, абзац, абитуриент, абонент, амбар, алтарь, алтын, аршин, ага, алчный, аркадь. На последней строке все слова заимствованы из тюркско-татарского. Алтарь, алтур, ага, ага, алчный, алуче, аркадь, кричать, ркету. На букву «Ф» та же самая картина. Фабрика, фабула, фаворит, фазан, фаза, факт, факультатив. Естественно, у каждого языка свои законы. Если нет своих слов на букву «А», это нисколько не умаляет значение русского языка. Тут меня смущает совсем другое. Тут даже в языкознании люди ищут свою исключительность. Вот в чем вопрос. Даже там двойной стандарт мышления каждого человека. Я однажды удивился, например, обнаружив в интернете сайты, которые полны антисемитизмом и критикой богоизбранности еврейского народа. Однако ж, смеются над богоизбранностью еврейского народа те же люди, которые хотят сами утвердиться в богоносности русского народа. Ну, это же смешно. Итак, чей язык красивее, лучше, богаче и какому языку принадлежит будущее? Именно это хотят доказать, любыми там средствами, под любым соусом, под любым научным открытием, даже анекдотом от только что состоявшегося научного симпозиума. Даже иногда не брезгая фашистскими байками об арийской белой расе господ. Травы, травы, травы не успели, от росы серебряной согнуться. Так пел когда-то во времена нашей молодости певец Геннадий Белов. Любой народ – трава. Каждая трава хочет завоевать мир. За растениями идут деревья, они тоже хотят завоевать мир. За деревьями идут насекомые, они тоже хотят завоевать мир. За насекомыми идут животные, они тоже хотят завоевать мир. За животными идут американцы. Они тоже хотят завоевать мир. Это я загнул про американцев и про деревья. Нисколько не загнул. Все как есть. Посмотрите, понаблюдайте, как американский клен запускает по ветру свои семена. Они же настоящие пропеллеры, эти семена американских кленов. Поэтому летят по воздуху и падают далеко-далеко, не давая расти нашим соснам, елям, ивам и тополям. Так что, чем не армия американцев в Афганистане, в Ираке и в других частях света? Американские клены оранжевых революций. Итак, чей язык красивее, лучше, богаче и какому языку принадлежит будущее?
Я вам скажу, чей язык лучше. Родной язык. Арабский лучше для арабов, китайский лучше для китайцев, для птиц птичий язык лучше, для крокодилов крокодилий язык лучше, нет ему альтернативы, и не нужен им никакой гиппопотамский. Короче, лучший язык в мире, пожалуй, родной язык. А насчет величия языка, кошачий язык велик для кошек, собачий язык велик для собак. Переубеждать в этом никого не надо, да и невозможно. Татарско-тюркский язык велик для татар и тюрков. Русский язык велик для русских, для которых он является родным языком. А вот Ломоносов сказал, Ломоносов не знал тюркско-татарского. Был бы у него родным языком татарский, он бы назвал его лучшим языком в мире и был бы прав. И его знаменитые слова о русском языке звучали бы примерно так. Но если б гешпанский король татарскому языку искусен был, то, конечно, к тому присовокупил бы, что им со всеми онными говорить пристойно, ибо нашел бы в татарском языке великолепие гешпанского, живость французского, крепость немецкого, нежность итальянского, сверх того богатство и сильную в изображениях краткость греческого и латинского языков. Если бы Ломоносов был удмуртом, он бы сказал примерно такие слова. Но если бы гешпанский король удмуртскому языку искусен был, то, конечно, к тому присовокупил бы, что им со всеми онными говорить пристойно, ибо нашел бы в удмуртском языке великолепие гешпанского, живость французского, крепость немецкого, нежность итальянского, сверх того богатство и сильную в изображении краткость греческого и латинского языков. Какой язык самый богатый язык в мире? Все языки достаточно быстро богатеют, если на нем разговаривают миллионы людей. Если бы удмуртский язык сделали государственным языком России, то через 200 лет удмуртский язык имел бы не меньше слов, которые имеет теперь, например, русский язык. И это никоим образом не преувеличение. Поэтому давайте будем считать, что все языки России равны. И все языки велики и могучи. И все языки имеют право на будущее. Сказать, что только русский язык велик и могуч, а чукотский язык не велик и не могуч, извините, это есть ущемление прав чукотского языка. Называя только один язык в стране великим и могучим, оставляя за другими языками невеличие и немогущество, это, естественно, случай, достойный анекдотов. Аргумент, что русский язык самый великий, потому что на нем говорили папа, мама и я, да еще Александр Сергеевич Пушкин, не самый убедительный. Моноязычный человек, знающий только один единственный язык, хоть английский, хоть французский, хоть итальянский, хоть китайский, как личность всегда уродлив, потому что на мир он смотрит только с каланчи, от тюркско-татарского каланча, с каланчи своего языка. Современный человек должен смотреть на мир хотя бы с двух колоколен, потому что, зная только один язык, он может и не понять некоторые процессы, которые происходят в мире. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Следите за нашими выпусками. Продолжение следует. Давамы бар.